В Киргизии возрождают древнее искусство охоты. Участники фестиваля «Салбурун» демонстрируют умение добывать лису и волка без единого патрона. И главное оружие – натренированные беркуты и соколы. Однако скоро они могут остаться лишь в охотничьих историях. Численность пернатых хищников стремительно сокращается. Репортаж Санжара Хамидова. С древнего ритуала сжигания веток тяньшанской ели и обряда задабривания духов начинается фестиваль традиционной киргизской охоты «Салбурун». Полюбоваться мастерством охотников недалеко от озера Иссык-Куль собирается и стар, и млад. Заводчики беркутов и соколов обмениваются опытом дрессировки пернатых хищников. Мурату Кажоеву 25. Он беркутчи, охотник в 5-м поколении. Своего питомца по кличке Молния воспитывает 2-й год. Беркут Молния очень выносливый и быстрый. Воспитывать его трудно. Ведь беркуты и соколы не просто подчиняются. Они как бы соглашаются с нами дружить. Поэтому добычу делим пополам. По-другому нельзя. Беркутчи всегда помнят, что имеют дело с хищником. У охотников своя амуниция. От острых когтей спасает перчатка из толстой кожи, а на глаза ловчей птицы одевают клобук, чтобы ненароком не выклевала хозяину глаза. Случается, что благородная птица показывает свой дикий нрав. Беркут крупнее сокола, и поэтому охотники предпочитают ходить с ним на более крупную дичь. Всадник, к лошади которого привязан хвост лисицы, имитирует хищницу. Беркут пикирует прямо на жертву. Это настоящая боевая птица, которая осиливает таких, как джейран, косуля, волк, лисица. И очень благородная птица. А это собаки редкой породы тайган. Внешне они схожи с русской борзой, но главное отличие тайгана в том, что он комфортно чувствует себя в условиях высокогорья и равнины. Эта порода разводится исключительно в Киргизии и Казахстане. Сегодня тайганы загоняют лисицу, но по словам заводчиков, с тайганом можно спокойно ходить на волка и даже на медведя. Тайганов осталось немного. Возможно, через 10 лет они вообще исчезнут. Соколиная охота не менее зрелищна. Сокол считается дорогой птицей. Старожилы говорят, что арабские шейхи готовы заплатить за него десятки тысяч долларов. Популяция соколов резко сократилась из-за того, что скупают их сотнями нелегально у местных браконьеров и контрабандистов. Возрождение древнего искусства охоты – главная цель фестиваля «Салбурун». Тем самым участники хотят обратить внимание властей на исчезающие виды пернатых хищников. Санжар Хамидов, Бабаджон Туганов, телекомпания НТВ, Киргизия.